И сейчас я хочу предоставить слово другому нашему, в общем-то, участнику. Я его представлю. Лично я не знаком, поэтому я буду какие-то вещи зачитывать. Прошу прощения. Айдар Шайхин, или Шайхин, да, я правильно, надеюсь, произнес. Да, татарский активист, педагог. Айдар – лидер инициативы ГЛМ, которая занимается созданием научно-популярного контента, прошу прощения, на татарском языке, переводами современной и классической высокой литературы на татарский язык. Классная тема, просто мечта моя тоже, и я предоставляю вам, Айдар, слово, чтобы вы поподробнее рассказали об этом, и чтобы мы тоже как-то захотели заниматься подобными вещами тоже. Здравствуйте. Теперь слышно? Да, теперь хорошо. Ага, Да. спасибо. Добрый день. Еще раз уже добрый вечер. Уже все к вечеру идет. Меня зовут Айдар. Я сейчас работаю в школе, в гуманитарной гимназии-интернат для одаренных детей, замдиректора. Как раз в этой школе я учился, когда начал делать проект ВИЛЕМ. 4 года я учился в Казани, и как раз там, в принципе, мы делали наши проекты ГЛМ и ряд других дружественных, скажем так, да, проектов, которые касаются популяризации науки на татарском языке. Сейчас я подключу презентацию. Вот. Вообще тут, конечно, много чего можно говорить. Эта тема, на самом деле, ну, не самая, наверное, обычная, потому что, с одной стороны, тема, ну, скажем так, не для всех актуальная, да. В случае многих языков стоит такая проблема, что нужно в принципе создавать какой-либо контент, да, который можно использовать, да, изучать, читать, слушать, смотреть и так далее. Но мы взялись именно за научный контент, научно-образовательный и научно-просветительский контент по одной простой причине, потому что это нам интересно. Ну и еще как бы был такой момент, что это совпало с таким вот пиком интереса, наверное, да, к научно-популярной тематике в России в целом. То есть в эти годы, ну, 6 лет назад появилось много интернет-проектов, которые посвящены науке, популяризации науки, да, тогда же вот как раз появились и постнаука, N+1, Арзамас в то же время появился. И как раз мы подходили этот тренд, ну, само собой, на своем уровне. Тогда еще вообще на школьном уровне, я тогда был школьником, учился в 11 классе, и мы попытались как бы, да, создать вот первый сайт с переводами статей из постнауки. Постнаука – это вот известный научно-популярный сайт на русском языке, где очень много интересного контента, там и статьи, и видео, и все остальное тоже есть. Но тут еще такой момент, конечно, есть очень важный, да, который нужно учитывать, когда изучаем, да, наш опыт, можно сказать. То, что большинство как бы от участников нашего сообщества, да, этого проекта все-таки учились в татарских школах и изучали основные предметы на татарском языке. Поэтому, само собой, как бы у нас была возможность, были знания, да, было знание языка, мы знали как бы термины, знали, как вообще как бы живет этот научный язык, и научно-популярный, или образовательный язык, можно сказать, да. То есть вот с этой сферой применения языка мы были уже знакомы. И поэтому мы еще как бы учитывали в какой-то степени вот всю традицию, да, науки и просвещения на татарском языке. То есть, как, ну, я имею в виду как раз словари, которые были созданы в советское время, после советского времени. Ну, после советского времени создавалось очень много словарей, русско-татарских, терминологических словарей, то есть термины можно было брать там. Плюс, как бы, опять-таки, да, когда, ну, в условные годы суверенитета и в 2000-х годах еще, да, печатались переводные учебники, они до сих пор печатаются, но их количество сейчас сильно уменьшилось, и они считаются уже не учебниками, а учебными пособиями. То есть все это как бы тоже у нас было, и мы это могли как-то использовать. Плюс еще один момент, все-таки еще были университеты, где
какие-то предметы преподавались на татарском языке, и тогда еще в Казани, в одном университете, вот целая группа полностью обучалась на татарском языке. Это тоже был такой момент, то есть у проекта, у нашей идеи создания контента на татарском языке была определенная институциональная вот основа, да, то есть вот какие-то университеты, какие-то издания, учебники и так далее и тому подобное. Но в то же время не было того, что было интересно нам, то есть не было популярной литературы, популярного контента. Учебники это, конечно, и хорошо, но кому вообще интересно читать учебники, и мы решили что-то создавать. Вот годы нашей активности мы как бы занимались тем, что продвигали татарский язык по-своему, да, и когда мы делали контент, получается, мы еще и по-своему развивали научную лексику татарского языка, ну и развиваем до сих пор, да, потому что до сих пор этим занимаемся. Ну и как бы оставалась еще такая вот цель, общая такая гуманитарная, скажем так, да, то есть популяризация науки и знаний. Ну, на татарском языке. Пусть на татарском языке, но тоже продвижение науки. Как вообще мы это делали, то есть что мы в рамках этого проекта делали и, ну, и делаем. То есть, заранее говорить, что проект мы запустили в 2014 году, то есть придумали в целом, да, активная стадия началась в 2015 году, 5 лет назад. Теперь у нас определенной степени вот, ну, или стагнация, или что-то вот вроде этого, да, то есть мы не особо активные, потому что у нас как бы состав изменился, состав проекта, большинство наших вот членов сообщества стали уже не студентами, да, они где-то работают и так далее, времени уже нет, поэтому у нас не так все активно делается. Но годы суперактивности у нас было вот сразу несколько ресурсов. С одной стороны, у нас был сайт glm.tatar, где мы печатали, публиковали наши статьи переводные и оригинальные статьи. Там же размещали весь материал, инфографика, видеоматериал, подкасты и так далее. Чуть позже у нас появился сайт potter.tatar. Ну, это целое направление тогда появилось, но мы начали переводить Гарри Поттера на татарский язык. Были у нас другие малые проекты, сообщество ВКонтакте, само собой, то есть ВКонтакте, в других социальных сетях. Были у нас периоды, когда мы даже издавали журнал, такой красивенький журнальчик на татарском языке, где реально мы печатали научку на татарском языке. Плюс у нас в определенный момент появилась возможность вести радиопередачи республиканских СМИ, республиканских радио. И до сих пор у нас выходит рубрика в татарском журнале «Ялкын», где мы на татарском языке, опять-таки, да, пишем, рассказываем о самых интересных научных трендах, в открытиях и так далее. Это у нас сохранилось. Ну и сайт, само собой, он сохранился, сообщества сохранились, и весь материал, то есть мы сейчас не слишком активно, но весь материал, который мы накопили, он сохраняется, этим можно пользоваться, и, насколько я знаю, этим и пользуются. То есть все это читают, смотрят и так далее. Гайлем, тут мы пишем и про историю, и физика, химия, математика, психология, весь спектр социальных наук, лингвистика и философия, естественные науки, астрономия и так далее. И даже про религиоведение, потому что я по образованию религиовед. То есть тут опять-таки есть контент, который переводной, то есть переведен с русского, с английского или с турецкого на татарский язык. Есть контент, который написали наши уже авторы. Среди авторов были и, опять-таки, вот наши волонтеры, студенты, аспиранты, магистранты. И в то же время в проекте участвовали, скажем так, волонтерствовали, да, представители научной общественности. Тут тоже важно то, что все еще как бы есть ученые, татары, молодые ученые, да, которые учились в татарских школах и, соответственно, могут что-то написать на татарском языке. Это тоже круто, да, и мы пытались этот ресурс по-своему как бы использовать в нашу пользу. Также у нас был очень мощный проект, это лекторий Хальбуки. Хальбуки переводится как «Однако», да, «Однако». И мы тоже, это уже офлайн проект был, проводили лектории с охватом почти что опять-таки всех наук, то есть какие люди есть, кто что может сказать, мы всех приглашали. Действительно, у нас бывали интересные мероприятия, где там могли выступить биологи, например, да, и историки, там, микробиологи, астрономы и так далее. Это тоже, по сути, это была единственная площадка, где можно было что-то услышать о науке на татарском языке. Читать еще можно что-то, да, то есть есть и Сгилем, и наш журнальчик есть, и есть еще какие-то другие
ресурсы в виде учебников, словарей, да, ну, хотя бы есть еще и Википедия, где тоже что-то есть, да, что-то можно почитать на татарском языке. А тут что-то можно услышать, задавать вопросы, говорить о науке на татарском языке и так далее. Таких людей, которые могут что-то рассказать, на самом деле не так много. То есть, да, есть ученые, аспиранты с татарскими фамилиями, которые татары, да, которые знают татарский язык на бытовом уровне, само собой. Но рассказать что-то о науке, о том, что они делают, само собой, это трудно. Тут уже на уровне, да, функционального применения языка не выработаны никакие шаблоны вообще, и как бы люди просто не знают терминологию, хотя термины в принципе есть, ну, в той или иной степени, да, которые допустимы в науке, все это есть. Но уже у людей нету как бы, да, вот опыта выступлений такого формата. И мы как раз, получается, здесь как бы закрывали целых 3 задачи. С одной стороны, у нас была площадка, где можно говорить, да, где можно слушать, да, о науке на татарском языке, о потребностном контенте. С другой стороны, это площадка, где можно говорить, да, то есть человек оттачивает свои навыки выступления, научно-популярных выступлений на татарском языке. Тоже интересный формат на самом деле. Лектории, ну, то есть, само собой, мы все лекции записывали на видео, и все это у нас хранится в YouTube, на канале. С этим материалом можно познакомиться. Также, ну, так получилось, что мы, когда вот я учился в университете, я смог, скажем так, выбить, да, поддержку университета. У нас было помещение в университете, и была возможность проводить свои мероприятия в университете. И поэтому мы совместно с университетом и другими партнерами проводили мероприятия. Были у нас и конференции для школьников, и определенные турниры, то есть мы еще проводили выездные мероприятия. Форум татарской молодежи проводил республиканский фестиваль научных социальных проектов «Вильямфест». Мы там в организации особо не участвовали, на самом деле, но название, да, свой бренд этому мероприятию дали. И действительно, эти мероприятия тоже помогали нам как-то расширять аудиторию. Тут как бы вообще есть как бы проблема аудитории, то есть кто вообще потребитель нашего контента. И, с одной стороны, научно-популярный контент, он интересен как бы студентам, да, молодым людям, но у нас из-за того, что такой контент могут потреблять по большей части именно взрослые люди, которые учились в таких школах, у нас как бы большая часть аудитории это как раз уже взрослые люди, кому уже за 40, за 50 и так далее. Был у нас и до сих пор сохраняется, остается проект Яңа Нашрияд, новое издательство. Мы не стали оригинальничать, просто назвали издательство новое издательство. И мы там попробовали перевести на татарский язык «Искусство войны» Сунь-Цзы. Перевели и издали, действительно, очень интересный проект получился. И статьи, которые были на Виле, мы тоже опубликовали в виде сборника статей. Это на самом деле тоже что-то оригинальное, что-то необычное, потому что такие книги на татарском языке уже не издают, хотя есть как бы несколько издательств на татарском языке, которые ежегодно издают там сотни, на самом деле, книг, но научно-популярная литература почему-то считается невостребованной. Хотя опыт наших изданий показывает, что они востребованы, они нужны. И, само собой, как бы наш как бы проект, который больше всего распиарен по понятным причинам, да, который мы тоже сами тоже используем для пиара, это Гарри Поттер. Мы перевели Гарри Поттер на татарский язык, ну, вернее, переводим, это как бы такой продолжающийся процесс. В 2016 году мы перевели 8-ю книгу, пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя». Тоже как бы чисто на самом деле для того, чтобы возник интерес. Сам по себе как раз вот текст 8-й книги особого интереса не вызывает, но это была как бы новая книга, да, что-то новое в мире Гарри Поттера, и мы его быстренько перевели, опубликовали на сайте, опять-таки, да, нарушая, конечно, правила, без получения прав, но мы называем себя как бы фанатами в данном случае, да, и делаем фанатский перевод. Это, в принципе, допустимая практика, так делают. И после этого уже пошло-поехало, да, и мы решили, что можно переводить другие книги, почему бы нет, раз уже начали нарушать правила, давайте дальше будем нарушать правила. И перевели первую книгу из серии романов о Гарри Поттере, вторую книгу, третья книга, четвертая книга, они переводятся в процессе, ну, то есть там уже почти все закончено, и будем идти дальше. В целом, это как бы большой опыт.
опять-таки, мы там собирали волонтеров. То есть в целом наш проект вели волонтеры, а для перевода Гарри Поттера мы вообще как бы устроили отдельный сбор волонтеров и подключались люди, там разные люди, и учителя, и профессиональные переводчики, и студенты, школьники и так далее. Там еще и был состав как бы корректоров, людей, которые делали там обложки и так далее. Все это мы размещали на сайте и в паблике, и, в принципе, люди читали эти тексты. Мы даже несколько штук для себя даже как бы издали, опубликовали, чисто вот для себя. И опять-таки много людей, которые спрашивают уже бумажные книги. Понятно, что пока мы не можем как бы публиковать. У нас было несколько попыток получить право на перевод и издание, но как простые переводчики, да, как группа там, волонтеров, мы этого сделать не можем. Опять-таки, волонтерам или самим переводчикам права, ну, лицензию на перевод не дают. А издательства пока, ну, не могут полностью соорганизовываться, да, и все это организовать, все это сделать. Но это уже отдельная тема. Но в целом это как бы интересный опыт, вполне реальный на самом деле. То есть можно собрать людей, и хотя бы первую книгу можно перевести. Из-за того, что у нас проект такой вот широкого масштаба, у нас был период, когда мы занимались даже вот волонтерством, да, и благотворительностью. В каком плане, да? То есть были люди, которые нам предлагали действительно как-то вот связать их со школами, с библиотеками, с учителями, чтобы уже помогать им. То есть это не просто школа, да, это конкретно школа татарские, где обучение идет на татарском языке, или учителя татарского языка, или учителя, которые ведут там уроки на татарском языке, мы передавали, то есть через этих вот людей, скажем так, доноров, да, благотворителей, мы как бы передавали книги или какое-то оборудование сельским школам. Ну, конкретно мы работали с 3 школами, на самом деле. Мы к ним выезжали, проводили свои лектории, рассказывали о проекте, и опять-таки вот от этих вот хороших людей, доноров, передавали подарки. Там. Тоже классный момент, потому что сельские школы, в принципе, они нуждаются в помощи. Тут еще как бы мы как раз помогали целенаправленным школам, которые как раз-таки предоставляют нам аудиторию, скажем, да, они есть как бы наша аудитория, которая читает, использует наши тексты на уроках и так далее. Тоже в течение долгого времени мы бесплатно переводили тексты для госучреждений и общественной организации. Как раз-таки это был как бы большой опыт, на самом деле, для самих наших переводчиков, для наших волонтеров. То есть они получали опыт работы в этой сфере. Мы сейчас этим уже не занимаемся. Ну, в принципе, сейчас уже много переводчиков, онлайн-переводчиков, и госучреждения могут как-то уже сами все это организовывать. Но такой опыт у нас тоже был. Опять-таки, кто все это делает, да? Так получилось, что этим занимались у нас студенты КФУ, волонтеры, и студенты университетов тоже подключались к этому делу в какой-то степени. Были доброжелатели со стороны, как бы, да, вот такие анонимные спонсоры-меценаты. У нас была программа и патроната на сайте Patreon. Плюс, как бы, опять-таки, у нас была возможность собирать, отправлять donation по Яндекс деньги там и так далее, то есть разные ресурсы использовали. Ну и самое главное, у нас всегда были люди, которые нас критиковали, то есть, да, то есть, ну, критиковали или по жесткому, скажем так, да, или по хорошему, да, но всегда писали отзывы, что-то еще как бы, да, делали, иногда исправляли наши тексты, например, у нас, как я всегда рассказываю эту историю, да, у нас есть один врач из Уфы, он все наши статьи по медицине читает, если видит какие-то ошибки, там, орфографические или смысловые и так далее, он всегда как бы вот тщательно все там объясняет, как все это должно быть, почему так должно быть, да, все это нам отправляет. У нас как бы есть такие люди, которые вот что-то еще могут как-то вот нам помогать, но мы считаем, что мы так сохраняем вообще татарский научный язык. Это как бы тоже вот интересный момент. По сути, в какой-то степени в определенный момент нашего развития мы стали вот таким связующим звеном между университетом, общественными организациями, научными учреждениями, СМИ там и так далее, потому что, ну, вот все эти вот партнеры как-то с нами взаимодействовали, и мы вот свой опыт им передавали, свой контент передавали, им помогали и так далее. Был такой момент. И, в принципе,
проект мог развиваться и в эту сторону, да, стать каким-то вот, ну, общим, объединяющим, что ли, проектом, да, всех этих партнеров. Так, да. Но тут еще один момент, да, почему вообще все это нужно, почему как бы мы все это делаем. Опять-таки, есть другие проблемы, да, в сфере развития татарского языка, но мы считаем, что это направление тоже важно, потому что, когда, например, критикуют там ситуацию с татарским языком в Татарстане, часто говорят о том, что татарский язык, в принципе, он, ну, мало на что годится, да, не особо-то и нужен, и в том числе и потому, что у языка мало возможностей, да, его нельзя использовать там в образовании, там, в высшем образовании, в науке и так далее. Ну, как раз мы показываем, что это, в общем-то, возможно, и это очень просто. К тому же у нас там периодически публиковались материалы, ну, так называемый «Гильный мирас», научное наследие, где мы просто перепечатывали какие-то статьи столетней давности там, или статьи, которые выходили в советское время, научные статьи на татарском языке. То есть татарский язык как язык науки существовал и раньше, и теперь тоже может существовать, просто необходимо это поддерживать и в большей степени даже не мешать. А так, мне кажется, что мы показали, что, в принципе, все языки народов России могут иметь и такую сферу применения, да, и функциональную вот мощность языка в области науки, да, в области образования, она также вот существует, и особых проблем, на самом деле, как бы, ну, они есть, само собой, их много проблем, в том числе организационных проблем, но их можно решить. Главное, как бы, вот относиться к языку с уважением, да, и верить в силу языка, и верить в силу вот людей, которые все это могут сделать. Вот, на этом, наверное, все. Ихтибар очень рахмат. Огромное спасибо, Айдар. На самом деле очень интересно, то есть эта тема, по-моему, сейчас я пытаюсь включиться, эта тема, по-моему, действительно очень актуальна, по крайней мере, ну, мы знаем точно, да, то есть будущее языков неразрывно связано с применением языков. И это, ну, по крайней мере, это тот формат, где язык может применяться, да, то есть кто говорит, что нельзя преподавать там, допустим, ту же самую математику на татарском языке или на других языках народов России. То есть, в принципе, тут самое главное, чтобы понимание идей, которые передает та или иная наука. А научпоп — это один из таких легких, доступных форматов, которые можно реализовывать. Конечно же, для этого нужны ресурсы, и очень здорово, что я понимаю, как это трудно делается. Конечно, это в основном инициатива каких-то конкретных идей, людей, но возможность это делать и показывать, опять же, я говорю, для меня это очень важно, кажется, что показывать пример, что такое возможно, это очень здорово. И поэтому, ну, я вот лично сам всячески приветствую эту инициативу, да, и, в общем-то, хотелось бы как-то тоже подключаться, чтобы и на наших, ну, на моем языке, на других языках появлялись такие форматы. Ну, будем надеяться, будем надеяться. Спасибо, очень содержательно, очень интересно, в принципе, доступно, хорошо представлено. Вот, тут где вы берете материалы на перевод? Вопросы такие. Какие критерии предъявляете к материалам? Да, спасибо за вопрос. В основном мы как раз-таки ориентируемся на такие вот уже, ну, зарекламированные хорошие вот сайты на русском языке, например, да, то есть это «Постнаука», «Арзамас», если это гуманитарные тексты, N+1. Ну, 3 как основных источника. Но я больше всего как бы вот ориентируюсь на «Постнауку», на самом деле. Помимо этого у нас были еще источники на английском языке, но там уже в зависимости от того, кто конкретно переводит и какая тематика. Была у нас еще попытка делать вот что-то вот очень как бы необычное, революционное, можно сказать, да, переводить аннотации, да, абстракты статей из уже самых уважаемых научных журналов типа Science или Nature. Ну, до этого еще, конечно, дошли, к сожалению, но вот такая идея тоже была, но это бы полностью вот повысило бы авторитет, на самом деле, нашего проекта, потому что мы стали бы уже переводить как раз то, что становится истиной для всех ученых, на самом деле, потому что это самое главное журнал научный. А так вот нас как бы на самые как бы доверенные, скажем, тогда авторитетные источники на русском языке больше всего.
Айдар, есть какая-то статистика, как много, ну, я не знаю, я понимаю, что это очень сложно сделать, но у вас, как, вам же тоже интересно, как много вас слышат, вас читают, ну, в основном э, пользуются теми материалами, которые вы создаете. Мгм. Как-то это можно оценить, скажем так, да, определить, не знаю, Ну да, на самом деле измерить, опять же. в какой-то степени можно, да. Ну, можно по статистике посещаемости, конечно, сайтов, да. А, Тут, конечно, очень интересное наблюдение есть, да, то есть количество посетителей сайта резко повышается, например, перед днем рождения Тукая, да, там в апреле месяце, например. Почему? Потому что у нас есть несколько материалов, связанных там с Тукаем, например, да, и, как правило, вот школьники, учителя начинают что-то там искать и попадают на наш сайт. Постоянно вот такое есть, например, да, то есть показывает статистику там необходимость там материалов вот это по татарской тематике. То есть у нас в целом научпоп, но есть как бы какие-то материалы, их на самом деле не так много. Есть материалы по татарской филологии, истории там и так далее. Это один момент. Если смотреть на статистику, там можно как раз там посмотреть, какие поисковые запросы там были сделаны, как люди зашли на наш сайт. И есть поисковые запросы, очень интересные, да, которые напоминают вопросы из сканвордов татарских. И, и мы понимаем, что человек там искал ответ на сканворд и зашел на наш сайт, например, да. То есть тут, конечно, в целом как бы сложно все как бы измерять, да, что как это делает. Конкретно по применяемости уже в офлайне, да, есть примеры, когда, например, наши материалы используют в школах. Например, там как раз у нас есть, например, инфографики, плакаты, которые можно там свободно уже брать и использовать. Такие, например, материалы, насколько я знаю, часто используют. Ну, я сам уже там в своей уже практике тоже наши материалы использую. Я преподаю обществознание, и у нас есть как раз материалы, которые нужны школьникам. То есть тут такая своя сфера применения есть. ВКонтакте у нас подписчиков не так много, 5800 человек. Ну, там тоже, там опять-таки разная аудитория. И, например, именно вот научные материалы по каким-то уже конкретным направлениям воспринимаются не так сильно, да. А если мы пишем что-то про татарскую тематику, да, по истории, по языку, или просто по музыке татарской, там уже вот шквал лайков и так далее. Тоже, конечно, показатель, наверное, в какой-то степени. Нам еще привыкать и привыкать. Я вот уже вижу вот вопрос, как раз могу вот как раз к этому вопросу перейти, потому что я уже начал как-то вот объяснять этот момент. По сложности с принятием наших терминов, как раз вот момент такой, да, то есть в целом люди как бы не привыкли читать научные или научно-популярные тексты на татарском языке, поэтому и термины вызывают там у людей вопросы, да, определенные, и как бы в целом как бы вот тематика, то она необычная. То есть необычно сами читать про черные дыры на татарском языке, или непривычно уже читать там про генную инженерию на татарском языке. Есть люди, которые целенаправленно читают эти тексты, потому что так они практикуют язык или там изучают язык, но их не так много на самом деле, само собой. А уже что касается терминов, да, есть моменты, когда люди не так хорошо воспринимают наши термины. Почему? Потому что, с одной стороны, мы ориентируемся на то, что есть в словарях, само собой, но в словарях словари составляют не всегда именно люди как бы, да, из сферы конкретно научной дисциплины. И уже наши переводчики, которые, например, там молодые ученые, да, из этих категорий у нас есть переводчики, они переводят что-то уже чуть-чуть по-другому, да. Или у нас, например, есть тенденция такая, что мы стараемся переводить термины не с русского языка, а с английского языка, да. То есть ориентироваться на английский язык уже, на международный уровень. И тогда люди уже начинают там немного нас критиковать. Читаешь, ну, опять-таки, мы стараемся воспринимать критику адекватно. Если мы считаем, что мы правы, то объясняем, почему мы правы. Если мы понимаем, что тут можно что-то изменить, да, что мы как бы уже мы соглашаемся и корректируемся. Опять-таки, в целом у нас как бы таких широких там конфликтов с аудиторией не было, слава богу, по терминам. Есть как бы практики,
газет и журналов на татарском языке, которые переводят какие-то термины по-своему, да, и получают шквал критики. У нас такого нет. Вот. Ну, вы даете какой-то иногда глоссарий перед тем, как, ну, Да. У будет нас прочитана тема какая-то, да? То есть есть. Есть такой, то есть у нас на сайте в конце статьи, как правило, дается глоссарий, да, то есть и с переводом на русский, да, или на английский, такой момент есть. Ну, и еще как бы у нас в пабликах есть специальная рубрика, где мы просто знакомим людей с терминами. Вот специально еще так тоже делаем. То есть это может быть и перевод прям терминов, это могут быть обычные термины, да, просто даю научное толкование. Это тоже есть. И, в принципе, у нас еще один момент. Мы словари, которые сами используем, сканируем, да, и размещаем на сайте, чтобы люди могли это скачивать и использовать. Тоже, опять-таки, мы как пираты, конечно, действуем, но думаю, что это необходимо, чтобы люди, в принципе, знали, что такие словари есть. И словарей много, они находятся в библиотеках, продажи их уже нет давно, поэтому доступ к ним закрыт, можно сказать, поэтому мы хотя бы так вот что-то еще вот делаем полезное на самом деле. В целом, наверное, все. Да, спасибо большое. И я прошу прощения, еще один такой небольшой вопрос. Может быть, я прослушал, просто на секундочку мне пришлось отойти. Вы не говорили о том, о научно-практических конференциях для школьников. То есть вы такое не проводите с ними? Или у вас есть какое-то такое направление, где школьники могли бы готовить, может быть, простые такие доклады, где вы выступали бы в качестве экспертов? У нас была практика такая, то есть мы проводили конференции по конкретным личностям, это по истории, можно сказать, да. Плюс в Татарстане совместно вот с форумом татарской молодежи проводили республиканский фестиваль научных и социальных проектов. Это тоже, на самом деле, как бы конференция на татарском языке, фестиваль на татарском языке, где дети готовили проекты, научные проекты, социальные проекты и защищали их на татарском языке. Это один момент. Но опять-таки, в-третьих, я сейчас работаю в школе, и как раз в этом году, например, мы уже в школе, на республиканском уровне при поддержке Министерства образования проводим республиканскую конференцию «Туган телем галимнар теле», родной язык, язык ученых. Тоже там несколько, 8, кажется, секций по всем направлениям учебным, где дети должны будут готовить выступления на татарском языке. Вот. Плюс в Республике Татарстан, насколько мне известно, есть практика такая, да, то есть проводят республиканскую конференцию, где дети выступают на родных языках. То есть там не только татарский, там и чувашский, марийский, марлинский и так далее тоже должны быть. Но я вот там не участвовал ни разу, поэтому точно не знаю. Но это вот при поддержке Миноборнауки проводится. Вот. Еще один там вопрос. Все эти материалы как-то ретранслируются в школьные учебники по разным дисциплинам на татарском языке? Нет, потому что тут как бы с учебниками на татарском языке есть как бы большая проблема, то что их как бы переводят и издают, с одной стороны, но мы вот как раз, например, с переводчиками никак вот не сотрудничаем в один момент. То есть, например, даже вот наши варианты переводов терминов мы как бы никак не можем им предложить. Это один момент. Но второй момент, то что учебники всегда переводные, то есть это федеральный учебник, который входит в федеральный перечень, их просто переводят, потом обратно заносят в перечень, как бы долгий, длинный, нормальный, неадекватный процесс на самом деле. Поэтому у нас как бы возможности влиять на учебники, конечно, нет. Вот. Но опять-таки, я работаю опять-таки в школе, например, да, у нас учебники не называются учебниками, да, они называются учебными пособиями. На татарском языке, получается, официальных учебников, в принципе, даже нет, да, это учебные пособия. Да, это всеобщая проблема, на самом деле. Это как раз переводы, федеральный перечень и так далее. Это просто... Да, большая волокита, на самом деле, чтобы создать учебник. То есть одно дело учебное пособие. Да. Хорошо. Спасибо вам огромное, Айдар. То есть, я думаю, кому будет интересно, кто видит возможность организации подобной практики со своими языками, то вот, пожалуйста, конкретный пример человека, то есть не человека, а получается
реализации такой практики. И вот непосредственно человек, который этим занимается, Айдар Шайхин. Большое спасибо. Спасибо, до свидания, всего хорошего. Да, всего доброго. Ну,